Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о трагедии на улице Герцена. На пожаре в частном доме погибли 4 человека. Покажем, как 2 из 3 столкнувшихся автомобилей закончили свой путь в кювете. Вижу, что столкновение практически неизбежно, но притормаживаю, думаю, может, он успеет как-то. Крупная авария при въезде в Казань. А также, как попытка не наехать на человека отправила пешехода в больницу. Мне пришлось остановиться, и мне въехало 14 сзади. Это и не только. Прямо сейчас. 4 человека погибли в огне в частном доме на улице Герцена. Сообщение о пожаре поступило по единому номеру вызова экстренных служб в 16:20. Как сообщил очевидец, горит нежилой дом, но он ошибся. В строении находились люди. Их тела нашли через час после вызова пожарных. Нафиса Минязова с места трагедии. Все соседи знали, в этом доме живет пожилой мужчина. Хозяин тут один живет. Но у него очень непутевые друзья. Кто из тюрьмы, кто и что, кто не работающий, все у него. Видели соседи этого мужчину дня 2 назад. С тех пор о нем ничего не слышали. Рассказали также, что в этом доме часто устраивают бурные застолья. Зарабатывали на покупку спиртного, сдавая металлолом. Соседи сообщили пожарным, что в помещении могут находиться люди. Они также переживали, что огонь перекинется и на их дома. Соседний дом также пострадал, но риск перекидывания огня пожарные все же устранили. Открытое горение ликвидировали спустя примерно час после сообщения о возгорании. Сейчас пожарные ведут проливку и разбирают сгоревшие конструкции. Выяснилось, что найдено тело обгоревшего мужчины. Чуть позже, разбирая завалы, спасатели нашли тела еще 3 человек. В результате пожара жилой дом и надворные постройки сгорели на площади 80 квадратных метров. Причины пожара, обстоятельства гибели и личности погибших устанавливаются. К ликвидации последствий пожара привлекались 28 человек и 9 единиц техники. Соседи предположили, что загорелся дом из-за неисправной проводки, поскольку предупреждение хозяину специальной службы делали не раз. Не исключают и тот факт, что мужчины, выпивая, часто курили дома. Точную причину пожара предстоит выяснить дознавателям, а следователям установить личности всех погибших. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Заброшенная будка сгорела на улице Адмиралтейская. Кадры, как огонь поглощает строение, сняли очевидцы. Сразу 2 пожарных расчета прибыли к месту происшествия. Огонь ликвидировали в течение нескольких минут. Пострадавших в пожаре нет. Сейчас дознавателям предстоит выяснить причину возгорания. 2 автомобиля из 3 столкнувшихся сегодня утром на Оренбургском тракте закончили свой путь в кювете. По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Outlander стал обгонять Cherry Tiggo по обочине и влетел в стоящую «Газель». При этом оба автомобиля слетели с дороги, предварительно зацепив и китайскую иномарку. На месте происшествия была Нафиса Минязова и удивилась, как при таком столкновении никто не пострадал. Моя машина стояла на обочине, и в него врезался автомобиль Mitsubishi Outlander. Рамиль Сафин рассказал, что едва успел остановиться на обочине, выйти из машины и отойти на несколько метров, как услышал сильный грохот. Обернувшись, увидел, как его «Газель» слетает с дороги и приземляется в кювете. Следом точно такой же кульбит совершил и Mitsubishi Outlander. Удар был такой силы, что от передней части кроссовера практически ничего не осталось. Но, несмотря на это, водитель лишь чудом остался цел и невредим. Вероятнее всего, в этом ему помогли подушки безопасности. Чуть позже иномарка задымилась, и на место пришлось вызвать пожарных. Водителя «Газели» спасло то, что в момент аварии в автомобиле никого не было. Чудом не пострадал и 3-й участник аварии. В момент столкновения он ехал по крайней правой полосе. В это время посмотрел в зеркало заднего вида, увидел, что меня по обочине обгоняет автомобиль Mitsubishi на высокой скорости. Вижу, что столкновение практически неизбежно, но притормаживаю, думаю, может, он успеет как-то объехать меня, обогнать. Но он не успел, он врезался ему в заднюю часть, его развернуло. Я тоже не смог до конца затормозить, столкновение неизбежно, я въехал ему в правый бок. Что сподвигло его на такой маневр, не рассказал. И водитель «Газели», и водитель «Черри» считают, что в аварии виноват исключительно мужчина, сидевший за рулем «Митсубиси», решивший обогнать паркетник по обочине. И надеется, что к такому же выводу придут и автоинспекторы. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112.
60-летняя женщина попала сегодня под колеса иномарки на улице Тецовская. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбила автоледи, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris. В результате женщина получила тяжелые травмы. Ее срочно доставили в реанимацию. Анна Гранова продолжит. После наезда 60-летняя женщина потеряла сознание и не приходила в себя. Ее с сочетанными травмами экстренно доставили в 7-ю городскую больницу в отделение реанимации. Тем временем автоинспекторы на месте происшествия восстанавливали картину происшествия, а знакомые автоледи, сбившие женщину, всячески пытались препятствовать съемке. Нет, не имеете права. Имеем право снимать. Нет, не Имеем право снимать. Рассказать, как все произошло, они также не захотели. Вы вину можете признать? Я вам еще раз скажу, не можем ничего. Ну а кого Ну, сбили? человека трясет. Как рассказали очевидцы, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Автоледи за рулем Hyundai Solaris, видимо, либо не заметила пешехода, либо решила, что успеет проехать, и сбила человека. Степень ее вины будет зависеть в том числе и от состояния здоровья пострадавшей женщины. Анна Городова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в Бугульминском районе и скрывшийся с места происшествия. Рядом с телом на дороге остались осколки автомобильного бампера и оторванное зеркало. Полицейские в ходе поисков на территории асфальтно-бетонного завода обнаружили «Ладу Ларгус» с характерными повреждениями. Правоохранители установили владельца. Им оказался 33-летний гражданин Армении. За оставление места ДТП его лишили водительского удостоверения сроком на 1 год. А по факту гибели пешехода, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. Побоялся сбить нетрезвую женщину, идущую по дороге на проспекте Ямашева, притормозил и тут же сзади получил удар от «Лады» 14 модели, отчего иномарку тут же откинуло на пешехода. Такую историю рассказал водитель «Шкоды». Рамиль Шайдуллин выяснил состояние здоровья пострадавшей и попытался узнать у водителя второго автомобиля, что же ему помешало остановиться. Кого вообще увезли? Ну, женщина какая-то была. А, ее увезли? Да, женщина, которая стояла здесь, на дороге. Водитель «Шкоды» рассказал, ехал по мосту на предельно допустимой скорости по крайнему правому ряду. Вскоре на его пути оказалась женщина. Мне пришлось остановиться, и мне въехал 14 сзади. Она прям здесь перебегала, что ли? Нет, она вот здесь стояла у обочины, но она пьяная была. Водитель иномарки успел остановиться, а вот едущая сзади «Лада» нет. Как итог, отечественный автомобиль протаранил иномарку, а ту, в свою очередь, отбросила на пешехода. В итоге 56-летняя женщина, стоявшая в неположенном месте, оказалась в больнице с закрытой травмой живота. Пострадал и 19-летний пассажир «Лады». Он получил ушиб мягких тканей затылочной области. А 19-летний водитель «Лады» был не рад видеосъемке и не пожелал рассказать, почему не смог остановиться. Лицензию на съемку покажите, пожалуйста. Возможно, плохое настроение автомобилиста связано с тем, что виновным в аварии вместе с пешеходом могут признать и его. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. «Мерседес» и мотоцикл не смогли разъехаться на улице Николая Ершова. 30-летний мотоциклист получил ушиб левого голеностопного сустава и находился в шоковом состоянии. В разговоре с автоинспекторами мужчина пояснил, что причиной аварии стали действия автоледи, управлявшей немецкой иномаркой. По его версии, 39-летняя женщина, пытаясь развернуться, начала перестроение с одной полосы на другую, при этом не пропустила мотоциклиста. Вторая же участница аварии свою вину не признала. Возможно, теперь обоих водителей ждет детальный разбор в госавтоинспекции. А на проспекте Победы столкнулись Kia Rio и Volkswagen Golf. По предварительной версии, на пути водителя немецкой иномарки оказался неизвестный автомобиль, выехавший с соседнего ряда. Пытаясь не въехать в него, автомобилист дернул руль влево, вследствие чего он столкнулся с Kia. После бокового удара Volkswagen развернула на 180 градусов. В результате происшествия никто не пострадал. 1675 литров алкогольной продукции, имеющей признаки контрафакта, обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности в Набережных Челнах. В рамках операции «Алкоголь» полицейские задержали мужчину, который в гараже хранил спиртные напитки под брендами известных производителей. Там же были и канистры без этикеток, но с запахом спиртного. Было установлено и задержано еще 2 жителей города Набережные Челны, которые также занимались сбытом данной алкогольной продукции. В результате обысков по адресам хранения у данных граждан в гаражном боксе также изъята алкогольная продукция с признаками контрафакта. Таким образом, общий объем изъятой алкогольной продукции составил 1765 литров. Образцы алкогольной продукции направлены на исследование. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.